Научно-практическая конференция, посвященная мартовским и апрельским событиям 2005 и 2010 годов, прошла с участием представителей правительства, парламента и самими участниками тех событий. Данное мероприятие проводится в целях изучения и проведения дискуссий среди ученых о причинах, последствиях и уроках мартовской и апрельской революции в Кыргызстане. Несомненно, сегодня важный день в нашей истории. 24 марта 2005 года народ восстал против произвола властей. Потом 7 апреля 2010 года народ Кыргызстана сверг тогдашнего президента. У каждого народа есть определенные моменты, когда какое-то событие дает толчок развитию. Мы пережили все эти моменты. Теперь пришло время для процветания государства. Народные революции 2005 и 2010 года – одни из самых важных дат в новейшей истории Кыргызстана. Самый важный урок, который нужно извлечь из этих событий, заключается в обеспечении благополучия людей при справедливом правлении. Мы не должны забывать, через что мы прошли. Мы должны оставить нашим потомкам процветающую и благополучную страну. По словам участников тех исторических событий, страна стояла на грани пропасти. Сплоченность народа и твердая вера в светлое будущее определила дальнейший путь развития страны. К сожалению, не обошлось и без жертв. Сотни граждан Кыргызстана отдали свои жизни за благополучие государства. Да, сегодня это мероприятие проводится. Да, эти должны проводиться. Мы должны показывать не только молодое поколение, но и всему кыргызскому народу, что нельзя забывать прошлое. Учитывая то, что произошло, историю, уроки прошлого, мы, используя их правильно, в будущем достигнем те результаты, которые мы хотели бы достичь. Историки отмечают, что две революции произошли из-за отсутствия диалога между правительством и народом. Кроме этого, никто из первых лиц государства не брал на себя ответственности в принятии судьбоносных решений для развития государства. В связи с этим нынешний президент полностью взял всю ответственность на себя и неоднократно говорит, что перед народом будет отвечать сам. Объявлено, что у нас президентская форма правления. Как бы он взял всю ответственность на себя. И я думаю, может быть, это тоже поможет дальнейшему как-то развитию нашей страны. В рамках конференции были представлены доклады и выступления ученых и политологов. Обсуждены проблемы дальнейшего развития кыргызской государственности. Эрмек Куренкеев, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.